Обеспечить всем необходимым из Чувашии продолжают доставлять снаряжение и экипировку для мобилизованных в учебные части. Эта задача возложена на Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Его сотрудники выехали в соседний регион, чтобы передать очередную партию гуманитарной помощи. Этот путь с ними проделала и наша съемочная группа. Из Чувашии с любовью. Машина ГКЧС грузит все самое необходимое для боевых учений мобилизованных. И вот спустя 4 часа 4 под завязку загруженные машины уже в соседнем регионе. Сегодня ситуация и мобилизационные вопросы находятся под контролем главы Чувашской Республики Валерия Алексеевича Николаева. Его распоряжением и распоряжением Кабинета министров с резервного фонда Кабинета министров выделено 96 миллионов рублей на мобилизацию и покупку снаряжения и экипировки. В многочисленных коробках и пакетах балаклавы, спальные мешки, сапоги, коврики и кнопочные телефоны. Все, чтобы подготовка к защите Родины для каждого бойца была комфортнее и, конечно, эффективнее. На данный момент все вещевое имущество было выдано, оружие получено. Подразделения занимаются боеподготовкой, приступили к стрельбам. Родителям беспокоиться не о чем, все необходимое выдается. Большая материальная поддержка идет от отдельных районов. Сами районы, глава администрации сельских поселений очень сильно помогают. По расположению, быту, проживанию все есть. Только за последние 2 дня гуманитарная помощь в центр пришла из Алатырского, и Бресенского, и Яльчикского районов. Солдаты ощущают поддержку жителей Чувашии. Настрой в тренировочном центре боевой. Восстановить справедливость, вернуться с победой. У меня никакой мысли не было, чтобы уйти куда-нибудь, убежать. Это мой долг. Чувашский народ себя показал, как он очень горд и очень силен. Коллектив сплочился очень сильно. И друг на друга уважение есть. Есть опора плечом. Мой друг, может, даже с другого района, а мы с ним общаемся очень хорошо. Среди чувашских солдат не только мобилизованные, но и добровольцы. Евгений – предприниматель из Яльчикского района. Когда началась мобилизация, он не смог остаться в стороне. В свое время мужчина служил в морфлоте. Да и полученное медобразование, как он считает, в зоне спецоперации обязательно пригодится. Давно об этом задумывался. Ужасная несправедливая ситуация происходит на Украине. Мне 43 года. По мобилизации призвали моих племянников, соседей, родственников, друзей, которые чуть-чуть помоложе меня. Я их никогда нигде не оставлял. Тем более всю жизнь занимались, нас воспитывали патриотически. Я воспитываю их. Каждый мобилизованный будет обеспечен снаряжением не только в ходе боевого слаживания, но и во время выполнения задач спецоперации. Правительство Чувашии будет поддерживать ребят, исходя из их потребностей. Анна Центовская, Алина Сусметова, Георгий Кривошеин. Республика.